Академия наук Республики Саха-Якутия. Ее задачами были определены объединение научного потенциала республики, формирование экономической политики региона на основе фундаментальных и прикладных научных исследований, подготовка научных кадров и укрепление материально-технической базы научных учреждений. На фоне геополитических вызовов, экономического влияния стран Юго-Восточной Азии, российские регионы стремятся быть современными. Именно поэтому наступила активная фаза фундаментального исследования уникального по характеристикам региона планеты, самом обширном криосферном регионе планеты, населенном людьми. Территория ждет новых исследований, раскрывающих системные характеристики особенной территории для наращивания ресурсного потенциала государства, включая ее криогенный ресурс. Рубежная дата Академии наук Якутии позволила выдвинуть тезис развития. Холод – это ресурс, определяющий приоритеты развития науки на десятилетия. Для обеспечения национальной безопасности России необходимо устойчивое развитие ее северных регионов за счет улучшения демографической ситуации, повышения уровня и качества жизни, условий для комфортного проживания и жизнедеятельности. Учеными Якутии доказана практическая эффективность использования устройств аккумулирования теплоты фазовых переходов воды для неэнергозатратного обогрева инфраструктурных помещений в суровом холодном климате. Разработаны криотехнологии сохранения генетического разнообразия растительных и хранения продовольственных ресурсов, горюче-смазочных материалов с целью решения стратегических задач продовольственной безопасности и суверенной экономики страны. Создана и запатентована рецептура и технология получения эластомерных и композиционных материалов на основе морозостойких каучуков, предназначенных для эксплуатации промышленных механизмов. Заложены основы гибридного арктического животноводства. Якутскими биотехнологами создана линейка лекарственных средств для животных и биопрепаратов для человека с широким спектром противовирусного, антибактериального, иммуномодуляторного и детоксикационного действия. Активные вещества продуктов косметологического назначения. Холод как ресурс в палеонтологических исследованиях, то в первую очередь в голову приходит, что мамонты и сопутствующие животные из мамонтовой фауны, они до нас дошли в виде туш, таких очень хорошо сохранившихся объектов, именно благодаря холоду и мерзлоте. А еще одно из главных направлений использования холода как ресурсы – это создание криохранилища мамонтовой фауны. У нас в Якутии. Таких криохранилищ в мире нет. Есть криохранилище семян, а именно для сохранения длительного времени биологических объектов, как остатков мамонтовой фауны, то в мире таких нет. И в этом отношении Якутия может стать действительно мировым лидером. Наверное, это будет единственный регион, где будут такие криохранилища. В Академии наук Якутии разработана программа стратегического развития высшей научной организации Республики Саха-Якутия до 2028 года, концептуальной идеей которой является разработка прогноза и рекомендаций по обеспечению устойчивого социально-экономического развития уникального макрорегиона, территории дыхания Северного Ледовитого и Тихого океанов, скованного зимней стужей, а летом вечной мерзлотой, региона локомотива развития российского государства в 21 столетии. Академией предусмотрено создание Центра исследовательского превосходства «Арктические криотехнологии», задуманного для создания прорывных знаний с прикладными инновационными технологиями, эффективно использующими природный потенциал криосферы и криолитозоны планеты. Главой Якутии Айсеном Николаевым утверждена стратегия высшей научной организации и одобрена третья программа комплексных научных исследований, нацеленная на развитие производственных сил и социальной сферы республики. Мы настолько привыкли использовать тепло, использовать горячий источник, энергетический источник, что без него не можем. И у нас заложена философия во всех религиях наших, огонь, он источник
безопасности, защиты и так далее, источник производства всего. А вот холод ни в какой религии, ни в какой философии нету. Если появится у нас философия холода, она должна быть у нас в повседневной жизни и видение перспективней, и в образовании должно быть, и в науке, и в технологиях. Везде должна быть философия холода. Мы должны найти знания и создать такую природоподобную технологию, которая бы нам давала возможность накапливать холод. Тогда холод и тепло, оно будет в балансе. И мы вот эту философию тоже должны выработать. Криософия или криофилософия будет, как она будет называться, но мы вот именно здесь в стратегической сессии должны обозначить точки развития. Мы не должны делать холод проблемой. Уже научно-исследовательские институты не проблем холода севера Арктики должны быть, а научно-исследовательские институты развития холода, развития Арктики, развития севера. Тогда холод становится безопасностью, безопасный холод. Холод мы делаем безопасным. Холод становится, мы холод защищаем. А защита какая? Если мы его как ресурс используем, то мы его должны научиться возобновлять. Возобновление холода – это одно из главных задач нашей стратегической сессии. Холод – это ресурс, безопасность, развитие. В 2023 году стартовала реализация 19 стратегически важных проектов, интегрированных в деятельность НОЦ мирового уровня. Север – территория устойчивого развития. Академия наук Республики Саха-Якутия выстраивает модель жизни на севере, месте человека на территории криосферы Евразии, где современные социально-экономические институты действуют согласно криософии, принципами которой является экологичность, высокий уровень и качество жизни людей.